The Day Before. Геймплейный ролик. Зырь. Прям SnowRunner. Игра про машины и грязь. Жизнь. Это у нас вот в Якутске, это вот такие вот дороги, они вот всегда, это просто обыденность. Типа едешь с города на какой-нибудь дальний улус, в деревню там какую-нибудь, такие дороги тебе обеспечены, там тебе просто мега машина нужна, базик какой-нибудь крутой. RTX, походу, есть, судя по отражению. Мне физика нравится машина. Она прям такая гладенькая так готовится. Рисуры, типа, знаете. Покачивается так приятно. Ну грязь, а как ты еще иначе грязь прорисуешь? Как говно. И причем ты окажешься прав. Ля, тишина какая. Калаш. Оу, полегче. Тут смотрите, либо не прокачанная стрельба, либо стреляющий близорук, или он впервые взял в руки мышку, или он играет на джойстике. Не знаю, вариантов много, но все они подходят. Лола-кола. Годнота называется. Неплохой звук калаша. Это калаш, ага. Знаете, что забавное в этой игре? То, что это якутская игра. Годнота называется. Пакет. Своя игра, годнота, там набери, найдешь, я думаю. Такое. Ну пора внутрь, ребят. Заходите. Нет, ну, это будет интересно играть на стриме, мне кажется. Очень. Блин, было бы топово получить, типа, копию первым там. Ну. Было бы офигенно. Я бы так в нее играл просто. Я бы как Тоха Логинов ее вот так облизал просто. Даже если бы она была плохой. Бэпси написано. Блин, написать в личку. Блин. Сейчас.
А. Не типа залутать. Годнота, да, но там типа вместо О нолики там прочее. Точнее, немного сложное название. Я скинул в чат. Ну, эта игра типа мультиплеерная, такая кооперативная, насколько я понимаю. Там тоже игрок в той машине получается. Вот это тоже. Такие вместе выживают. Но не батл рояль, насколько я понимаю. Надеюсь, не батл рояль. Это вообще херово. Надеюсь, там все типа, ну, сюжетом там прочее. Но игра сюжетная. Вроде как. Вот этот же эксклюзив, да, с PlayStation, Days Gone же, да, по-моему, будет выходить на ПК скоро. Эти зомби уже подзаебали, могли бы про инопланетян каких-нибудь придумать. Но тут опять же тоже там, типа, концепция весьма такая, типа, ну, сложная, да. Тут, скорее всего, только зомби и приходит в голову. Типа, инопланетяне там, типа, как ты это подашь? Ну, может, паразиты и так далее, да. Может, в таком случае как-то. Тут надо развивать эту идею, если вот, типа, как-то... Если отталкиваться от идеи, типа, ну, зомби как вирус, то придется прийти к идее, как пришельцы, которые паразитировали мозг и зомбировали людей, что-то в этом роде. Ну... Или, знаешь, можно вообще, типа, уйти так далеко, как вот, например, в фильме «Птичий короб» там, или вот «Тише» и там прочее, там, типа, вот, когда неведомая срань нападает, и ты, типа, не в курсе, что вообще делать. Вампиры, ну, блин, вампир это такое. Хотя можно было бы это круто подать. Не, на самом деле можно было бы круто подать вампиров и оборотней. На самом деле можно было бы. Но знаешь, как это сделать так по-хорошему? Как в фильме «Не от заката до рассвета». Лангольеры это вообще жесть. Лангольер это вообще... Это финиш вообще. Как она называется-то? Не от заката до рассвета было другое. Типа «Охотники на вампира», по-моему, назывался, то ли что-то типа того, короче. Там Джеймс Вудс, по-моему, снимается, или как там его звали. Он типа такой весь крутой, вся херня, у него там типа своя команда охотников, они пришли в какой-то заброшенный город, когда как ну, вампиры напали на них. Ну там, короче, как вот убийства происходили? Одним ударом колом сердца там, или одним выстрелом из кулемета, ну, коломет, не каломет. Ну, короче, там такое. Да. Короче, ну ты понял. Топ так, чтобы, ну, адекватно было все в плане убийства вампиров, а не так, чтобы цифры там летали, вот эта вот вся хрень вот сраная, вот ненавижу эту дрочильню сраную, где ты должен, типа, найти пушку долбаную, там, типа, фиолетового света и там прочее. Но я уже от этого сильно устаю, от этого дрочильня. Хочется чего-то, типа, супер адекватного. Типа, ты нашел, допустим, отбойный молоток, да, что-то в этом роде. Взял его, как-то вот так вот подсоединил, и ну как-то вот так взял в руки, и тупо вот так вот идешь и долбишь толпы там типа вурдалаков там прочее. Или там, не знаю, арбалет, и там типа стреляешь из кольев и так далее. Фиолетовая пушка, ну это вообще пипец. Ну именно расцветка редкости, я имею в виду, типа легендарное оружие, типа там обычное оружие, редкое оружие.
Вот это вот дерьмо, он, серьезно, устал. Я думаю, это только портит игры. Я, например, вот последний раз такую игру играл, это вот сраный Shadow Warrior. Блин, я как увидел эти цифры, вот это вот все, вот, я просто сидел молча уже и думал, что-то вот интересное произойдет в этой игре или нет, ну и в итоге я просто ее удалил уже. Shadow Warrior 2. Ну, вроде как, типа, пытается быть смешной, там, типа, шутят, там так все кринжово и геймплейно все так тускло. Дерьмо. Хочется вот реально адекватной игры. Я был вакцинирован, было написано. А. Подожди, типа тут вирус распространился по вакцинации или типа они пытались остановить вирус с помощью вакцинации? Уже интересные вопросы возникают такие, типа. Ну, смотря на все это, наверное, многие вспоминают, знаешь, что? Ну, DayZ и тому прочее. Типа вид от третьего лица, вот это вот все, интерфейс там местами. Но, блин, окреститься от DayZ сложно, конечно. Это манекен. Че за дерьмо? Кто тут живет? Конченый человек, что ли, какой-то? Дейзи, это подруга Дональда. О, ну какие шансы были, ну это капец. Там столько вариантов. Ну, человек поторопился, я думаю, там можно было найти какие-нибудь эти. Блин, ну чел, конечно, стреляет просто божественно, просто. Зачем опустошать весь магазин? Да хватит! Че он на сосках играет? Да как? Почему? Да видно, что... Ну да, но, наверное, это консоль, но тем не менее. Хотя нет, погоди. Не-не, он на клавомыши играет, там типа F, там кнопки выходят же. Сейчас увидишь. Блин, если записывать геймплейный ролик, то ну, пускай сел бы. Вот клава мыши, F нажимает. Ну это так странно. Могли себе позволить. Да хоть роликовый, хоть шариковой мышкой, она все равно бы нормально могла бы. Нифига, чел какой-то приехал. О, их двое еще. Это игроки. Игорки. И че? Убегает? Ну это, конечно.
Но с таким аимом, конечно, лучше бежать. Сраный бункер. Не, игра интересная очень. Интересно. Комбат геймплей. Ну, Hi everyone, my name is Diana and I am CBO at Mytona. We are publishers of The Day Before, a brand new MMO survival Диана game Платинум. developed by External. Майтон там. We are Издатель. publishers Да. of The coldest city in the world. Hi, I am Arsen Gotovtsov. Сука. We are Так. founders of Fantastic, developers of The Day Before. The Day Before is our greatest game we've ever made at Fantastic and the real breakthrough for MMO survival genre. We're so grateful for your interest in The Day Before. Hope you will Капец, like our лобань. new video. Это Векадзима. Но игра будет очень гениальна, конечно. Очень много вот этих вот охранных этих. Просто тьма в этой игре. В каждом доме. Не то чтобы это было типа плохо и так далее. Просто сразу бросается в глаза что-то общее между домами. Uber Eats. Тут все-таки ПВП, да? ПВПе получается. Или это просто боты, которые сложно понять. Очень сложно. Я до сих пор не понимаю, что из себя игра представляет. Типа это просто выживать а-ля Rust без строительства, а просто с лутанием и мелким крафтом, в котором типа находится очень много игроков, или как вообще? Странно. Очень странно. Сложно понять, что это вообще. Hey, motherfucker! О. Я, кстати, подавал резюме вот этим вот фантастикам. Они ищут левел дизайнера с обучением. Я им отправлял резюме. Я им столько раз это отправлял резюме, никогда не напишут. Никогда. Эх.